Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – патриот России Сергей Сергеевич Прокофьев. Свои первые пьесы он написал, когда ему было 5,5 лет, а одно из его увлечений была игра в шахматы, которая всю жизнь помогала ему создавать музыку. Сегодня мы познакомимся с творчеством композитора и послушаем некоторые его произведения. Сейчас мы с вами окунемся в удивительный мир красоты и волшебных звуков композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Имя Сергея Сергеевича Прокофьева известно во всем мире. Поэт Константин Бельмонт как-то назвал композитора солнечным богачом. Действительно, солнечность Прокофьева многообразна. Его музыка яркая, как солнце теплое. Как солнце и земной шар охватила она, как охватывают его солнечные лучи. А вот когда Сергей Сергеевич Прокофьев был маленьким, самым сильным впечатлением с детства явилась поездка с родителями в Москву и посещение оперного театра, где мальчик услышал оперу «Фауст» Шарля Гуно и «Князь Игорь Бородина» и увидел балет «Спящая красавица» Чайковского. Потом, вернувшись домой, Сережа был одержим сочинением чего-либо в этом духе. Так появилось у 10-летнего композитора первые сочинения в жанре оперы «Великан» и «На пустынных островах». Сергей Сергеевич написал много прекрасных сочинений для детей. Фортепианные пьесы для начинающих пианистов, сборник под названием «Детская музыка», а также симфоническую сказку «Петя и волк» на собственный текст. Сказка была написана композитором в 1936 году по инициативе Натальи Ильиничны Сац для постановки в ее Центральном детском театре. Премьера состоялась в том же году. Сказка исполняется чтецом и оркестром. Сергей Сергеевич хотел познакомить детей с музыкальными инструментами симфонического оркестра. А чтобы детям было интереснее и понятнее, композитор написал сюжетный текст, где каждому герою соответствует своя музыкальная тема и свой музыкальный инструмент. Вот, например, тема Пети – скрипки. Тема птички – флейта.
Тема утки, гобой. Тема кошки, кларнет. Тема дедушки, фагот. Тема волка, валторна. Тема охотников, литавры. Сюжет сказки прост. Ранним утром пионер Петя выходит на большую зеленую лужайку. И там встречает на лужайку знакомую птичку, которая начинает спорить с уткой, кто из них является настоящей птицей. Появляется кошка, которая хочет схватить птичку, но птичка улетает на дерево, а утка успела спрыгнуть в пруд. Появляется дедушка, который предупреждает о том, что в лесу бродит волк, и надо быть осторожным. А тут и волк не заставляет себя долго ждать. Кошка залезла на дерево, а утка не кстати вылезла на берег. Тут волк ее и проглотил. Петя с помощью веревки перебирается через забор и оказывается на высоком дереве. Он просит птичку отвлечь волка. И когда тот пытается ее поймать, он накидывает волку на хвост петлю. Из леса выходят охотники, которые давно следили за волком. Петя помогает им связать волка и отвезти его в зоопарк. История заканчивается торжественным шествием с участием всех персонажей и звучанием всего симфонического оркестра. Итак, ребята, на этом уроке мы познакомились с музыкальным творчеством русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Узнали и услышали его симфоническую сказку «Петя и волк», где композитор ознакомил нас с музыкальными инструментами симфонического оркестра.